когда беспилотник скользит над бескрайними вершинами Тяньшаня, когда ракетный катализатор прорывает висящие над Аксу облака, когда биенбулак, глядя сквозь леса, видит, как на пастбищах пробивается новая зелень. На просторах Уйгурской автономии пишется опис о том, как люди берут воду у небес. Уйгурская земля занимает 6-ю часть территории Китая, где среднегодовое количество осадков едва превышает 170 мм. Но именно здесь, благодаря современной науке, между облаками и землей рождается новая, зеленая жизненная сила. Биенбулак, крупнейшее высокогорное пастбище Синьцзяна, сейчас переживает возрождение. Климат меняется, осадки распределяются неравномерно, и этот важнейший центр животноводства Синьцзяна сталкивается с серьезными вызовами. Пастбище засыхает, водность реки Кайду снижается, нижнее течение пересыхает. Но свет науки вновь возвращает надежду. Объем воды в районе Биенбулака около 124 миллиардов тонн. Из них больше половины, 88 миллиардов тонн, до сих пор не использовано. В июльских степях инженеры база искусственного вызывания осадков проводят ювелирную операцию, заставляют облака отдавать воду. Искусственное воздействие на погоду – это способ предотвратить или смягчить климатические бедствия. И с помощью технологий воздействовать на физико-химические процессы в атмосфере. В нашем Баянгольском округе мы в основном проводим осеменение холодных облаков и противоградовые операции. Наземных дымовых установок и реактивных противоградовых ракет, которые распыляют серебряный йодид, чтобы увеличить количество осадков. Искусственный дождь невозможен без точного управления операцией. За час до подходящих погодных условий штаб отдает команду. Готовит оборудование, соединяет линии, заряжает ракеты. Операторы запускают ракеты. Сразу докладывают в управление воздушного движения Синьцзяна. Процесс повторяется до окончания погодного цикла. В 2024 году суммарные осадки в Биенбулаке достигли 356 мм, что на 55 мм больше среднего многолетнего значения. Раньше трава росла плохо, нашим овцам не хватало корма. Но после искусственного увеличения осадков трава стала расти гуще и выше. И наши овцы теперь едят досыта и быстро набирают вес. Тем временем в Аксу разворачивается другая история в борьбе с облаками. На земле, где выращивают знаменитые сладкие яблоки, летние мощные конвекции несут угрозу. Град за несколько минут может уничтожить десятки тысяч гектар. Поэтому противоград и искусственный дождь – ключевой способ предотвращения. Град образуется, когда переохлажденные капли воды формируют крупные градины. Основной метод его предотвращения – наземное распыление реагентов, чтобы создать конкуренцию льдообразованию, не давая формироваться большому граду. В итоге облако рождает дождь или мягкие ледяные крупинки. В Синьцзяне июнь, июль и август – сезон града. Град раньше повреждал весь урожай яблок, но благодаря искусственной противоградовой работе доходы фермеров сильно выросли. С 50-х годов, от примитивных небесных пушек до современной трехуровневой системы, Синьцзян прошел путь технологического прыжка за 60 лет. Метеоспутники отслеживают облака. Самолеты и беспилотники точечно распыляют реагенты. Наземные ракеты и дымовые установки работают синхронно. А умные,
Датчики управляют в реальном времени. В 2024 году объем полученной воды достиг 1,5 миллиардов тонн. Это равно объему 7 озер Багдакол. Синьцзян заново раскрыл смысл фразы «Человек покоряет природу». Это не покорение, а диалог, не вмешательство, а совместное сосуществование. И на благословенной уйгурской земле. Каждое облако пишет новую историю. Историю древнего уйгурского народа и процветания уйгурской земли.